Я первый раз вообще в Крыму, кроме ханского, увидел настоящий каменный оджах такого качества. Вот в этом доме. Больше я нигде не видел. И вообще эти отопительные приборы очень мало у нас сохранились. То есть сама задача была собрать его камень к камню, чтобы трещинка к трещинке прям вот все подошла. То есть тут нету трещин, которые при демонтаже там раскололся какой-то камень, да, либо там от времени здесь то, что он пролежал. Это все его родные трещины. И мы видим, что камни вот были цельные на самом деле. Это от своей старости и от перегревов, там, перепадов этих температур, они лопались, потому что это все-таки известняк, местный камень. Понятно, что этот оджах очень сложное сооружение. Это нужны высококвалифицированные мастера, чтобы это соорудить, потому что оджах – это часть дома. Строился дом, сразу закладывались глыбы, и на месте это все обрабатывалось. То есть это не делалось где-то и привозилось, ставилось, как сегодня мы это делаем, да? Это все тесалось, все на месте мастерами. Нас поразила точность, то есть отсутствие такого инструмента, как сегодня, да, при таком отсутствии, они сделали идеально точно. Он стоял в такой комнате, Мусафирхане, ну, как бы комната для приема гостей, ну, парадная комната. Понятно, что где-то в задней комнате такой оджах строить не будут, потому что, ну, нужно было, все люди всегда стремятся показать свой достаток, украсить свой дом. Вот в этой части хочу подчеркнуть, что здесь была перемычка. Вот следующий ряд, мы его в дальнейшем доделаем. Между куполом и вот этой перегородкой ниша, карман. Это когда было отопление, горячий воздух с дымом вместе поднимался наверх и задерживался на какое-то время здесь и нагревал вот этот камень, чтобы теплоотдача шла вовнутрь в помещение. А лишний дым уже выходил в дымоход. Тут даже вот видно, что камень, он красноватый, такой розового цвета, а все остальное белое. Вот это все из-за нагрева.